Здравствуйте, в эфире «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Размышления о главных событиях прошедшей недели в ближайшие полчаса. Сегодня в выпуске. 70 лет Генеральной Ассамблеи ООН. За что подняли тосты президенты США и России после ассамблейной дуэли. Начало российской ближневосточной операции, против кого дружат Москва и Дамаск. И встреча нормандской четверки в Париже. Возможен ли прорыв на фоне переноса центра российской военной тяжести на Ближний Восток? Все это в ближайшие полчаса в программе «Настоящее время. Итоги». Специальный гость нашей студии сегодня – политолог Дональд Дженсен. Итак, главное событие начала недели – юбилейная 70-я Генеральная Ассамблея ООН, открытие которой состоялось в понедельник в Нью-Йорке. Главная интрига ее проведения – выдержит ли одна и та же трибуна таких полярно несогласных друг с другом политических тяжеловесов, которые готовились на нее взойти в ближайшие 2 дня. Но обо всем по порядку. Для начала Санжар Хамидов немного об имениннице. Организация Объединенных Наций 70. Она родилась во время Второй мировой войны как антигитлеровская коалиция. Именно тогда многие города Европы, России и Азии лежали в руинах, а население требовало мира и стабильности. Прототипом ООН была Лига наций, организация, основанная на обломках Европы после Первой мировой войны. По Версальскому договору, подписанному воевавшими и обескровленными государствами в 1919 году, ее создали для развития сотрудничества между народами и для обеспечения мира и безопасности. Позже Лига наций прекратила свое существование из-за своей неспособности предотвратить Вторую мировую войну. В настоящее время членами ООН являются 193 государства. Миссия и деятельность Организации Объединенных Наций сосредоточена на решении глобальных проблем, в числе которых сохранение мира и безопасности, изменение климата, устойчивое развитие, права человека. За всю историю Генеральной Ассамблеи к ее участникам с трибуны обращались 2 советских лидера – Никита Хрущев и Михаил Горбачев, а также 3 российских президента – Борис Ельцин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. На 70-летнюю годовщину Генассамблеи российский лидер приехал после 10-летнего перерыва. Рассказывал Санжар Хамидов. Стоит отметить, что с юбилейной трибуны Генассамблеи прозвучали голоса и таких лидеров, как Хасан Роухани, Рауль Кастро, Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов. Но внимание, конечно, было сконцентрировано на обмене дипломатическими колкостями между лидерами США и России. Их еще ждала встреча в кулуарах, на которой нужно было разговаривать и до чего-то договариваться. Поэтому трибуна ООН стала главным местом, где лидеры напрямую и косвенно смогли обозначить точки несоприкосновения. В схематичных цитатах эта бесконтактная дуэль выглядела так. Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армией, с теми, кто мужественно лицом к лицу сражается с террором. Надо, наконец, признать, что кроме правительственных войск президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии с исламским государством и другими террористическими организациями, реально никто не борется. Согласно этой логике, мы должны поддерживать таких тиранов, как Башар Асад, который сбрасывает бочковые бомбы на невинных детей, потому что альтернатива еще хуже. Возьмем аннексию Россией Крыма и последовавшую за этим агрессию на востоке Украины. У Америки совсем немного экономических интересов в Украине. Мы осознаем глубокую и сложную историю отношений между Россией и Украиной, но мы не можем оставаться в стороне, когда возмутительным образом нарушаются суверенитет и территориальная целостность страны. Затем поставили постсоветские страны перед ложным выбором – быть им с Западом или с Востоком. Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьезным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине, где использовали недовольство значительной части населения действующей властью и извне спровоцировали вооруженный переворот. В итоге вспыхнула гражданская война. Представьте себе обратную ситуацию, если бы Россия пошла путем подлинной дипломатии, если бы она работала вместе с Украиной и международным сообществом для того, чтобы обеспечить защиту своих интересов. Это было бы лучше и для Украины, и для России, и для всего мира. Поэтому мы продолжаем настаивать на том, что этот кризис должен быть разрешен так, чтобы суверенная и демократическая Украина могла сама определять свое будущее и контролировать свою территорию.
угрозами, силой оружия целостность Украины не обеспечить, а нужно это сделать. Нужен реальный учет интересов и прав людей в Донбассе, уважение к их выбору, согласование с ними, как это и предусмотрено Минскими договоренностями, ключевых элементов политического устройства государства. Так в Нью-Йорке поговорили президенты Путин и Обама. Глава Вашингтонского института Кеннона, наш постоянный комментатор Мэтью Рожанский, наблюдал за главными международными выступлениями лидеров мировых держав из Пекина. И он обратил внимание на то, что главным героем ассамблеи для китайцев был их собственный лидер, который обрисовал свое видение решения глобальных проблем. Китайцы мало обращали внимание и на речь Обамы, и на речь Путина. Они практически только слышали речь самого их лидера Ши. Во-первых, они спрашивали, а что говорили эти лидеры? Что говорил Обама, что говорил Путин? Во-вторых, взгляд на мир, то есть мирообозрение китайцев, это очень противоречное сегодня. Подъем Китая, это будет просто гармония. То есть это будет без споров о сферах влияния, это будет без нарушения международных прав, это будет просто гармония для всех держав и для всех маленьких стран. И что Китай очень глубоко верит в всеобщий порядок в мире. То есть они повторяют именно такие как бы золотые фразы. Но одновременно со стороны Китая они практически имеют одинаковый взгляд и неудобство с тем, как действует Америка на севере Африки, в Сирии, с Ираном и так далее. И они тоже действуют ближе к России в тех контекстах, чем к Америке. Это был Мэтью Рожанский. После риторических боев президенты Обама и Путин, впрочем, оказались за одним столом, за которым даже подняли тост по инициативе генсека ООН Пан Ги Муна. За этим последовали переговоры, которые вместо запланированных 50 минут продлились около 2 часов. Как было заявлено накануне встречи, темами обсуждения стали Сирия и Украина. После встречи президент Путин оценил ее как конструктивную, деловую и откровенную. Президент Обама от комментариев воздержался. И о прошедшей встрече и стремительно последовавшем за ней целым рядом событий мы поговорим сегодня в нашей студии с политологом Дональдом Дженсеном. Дональд, добро пожаловать. И первый вопрос, который я хотела бы задать. Почему такая разница в оценках? Почему президент Обама воздержался от того, чтобы публично прокомментировать результаты встречи, а президент Путин был так доволен? Я думаю, что это публичная разница, это не важно. Одной стороне Обама хотел сотрудничать, искать, если можно сотрудничать с Россией. Но только о Украине или тоже о Сирии. Но цели Путин был абсолютно другой. Он хочет представить себя как профессиональный дипломат, как конструктивный лидер в мире. И это не значит, если было разногласие между двумя лидерами. Путин хотел, его цель был public relations. Я здесь, я важный лидер, я играю важную роль не только в Украине, но тоже в Среднем Востоке. А Обаме было нечего сказать после этого? Обама можно видеть лица. Так и так Путин и Обама не были довольны с дискуссией. Это просто public relations. По-моему, победитель Путин. Спасибо большое, Дональд. Нужно отметить, что после встречи двух президентов события развивались очень стремительно. Министерство обороны США сообщило об открытии линии прямой связи с Россией по вопросу устранения конфликтной ситуации в Сирии. Госсекретарь Джон Керри заявил, что США и Россия договорились по некоторым фундаментальным принципам в отношении Сирии, а в среду Российский Совет Федерации единогласно одобрил запрос Путина на использование российских вооруженных сил за рубежом. Сразу после этого российская авиация нанесла удары с воздуха в районе сирийского города Хомс. Дональд, вот как вы оцениваете хронологию событий? Удары все-таки последовали за тем, что президент Путин обратился с этой большой международной трибуны к своим коллегам, ко всему миру фактически. По-моему, надо оценивать кампанию во все. Это кампания военная, пропагандистская и дипломатическая. Цель Путин, как я уже сказал, играть конструктивную роль. Цель Путин тоже защищать интересы России в Сирии и Украине. Так и так. На этом контексте, по-моему, эта кампания эту неделю похожа немножко на
Крыму и в Украине в прошлом году, когда Крым говорит одно, и результат абсолютно другой. Дональд, ну вот интересно, Путину было важно как-то легитимировать вот это свое решение ударить по Сирии. Ему важно было, чтобы об этом первоначально услышал мир. Да. Путин хочет международную помощь в кампании против мусульманов, экстремистов в Сирии, но он понимает, Россия понимает ситуацию абсолютно в другом контексте, как в Америке. Путин прежде всего хочет защищать Асад, сирийский режим. Наша позиция, американская позиция, абсолютно другая. Мы хотим переход власти на другом режиме. И, по-моему, эта разница есть, останется тоже, по-моему. И когда мы видим военные акции после этого, это видно. Это защищать режим Дамаскуса. Это главная цель России. Спасибо большое, Дональд. И нельзя не подчеркнуть при этом, что Россия своими воздушными ударами в Сирии вклинилась в уже достаточно отлаженную схему бомбардировок сирийской территории. Список стран, уже наносивших удары, достаточно обширен. Это и США, возглавляющие антитеррористическую коалицию, и Франция, лишь немного опередившая Россию в начале нанесения ударов по ИГИЛ. Первый воздушный рейд был совершен 27 сентября. Австралия присоединилась к кампании против ИГИЛ и нанесла первые удары по сирийской территории 14 сентября. Турция начала удары по террористам 24 июля. Первые канадские бомбы упали 8 апреля. А были еще удары со стороны Израиля и Иордании, подтвержденные Центральным командованием США, присоединение к бомбардировкам Бахрейна, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. И при этом в оценке эффективности первых российских ударов Пентагон и Российское Министерство обороны разошлись кардинально. Министерство обороны России заявило о нанесении точечных ударов по объектам ИГИЛ. Это склады оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, боевая техника, пункты управления, узлы связи, транспортные средства боевиков ИГИЛ. Все цели поражены, говорится в официальном сообщении Министерства обороны России. Пентагон при этом заявил, что российские военные удары не направлялись на ИГИЛ, а пришлись на территории, контролируемые сирийскими антиправительственными войсками. Министр обороны США назвал действия России подливанием масла в огонь, а в пятницу вышло совместное заявление Турции, США, Великобритании, Франции и Германии с призывом к России прекратить удары по сирийской оппозиции и сконцентрироваться на борьбе с исламистами. И у нас на связи по скайпу сейчас военный эксперт Майкл Кофман. Майкл, а на ваш взгляд, почему так кардинально расходится информация и оценки того, по кому, собственно, были нанесены удары? Спасибо, Юлия. Да, я думаю, здесь расход в том, что Россия предпочитает подход с сирийской армией и просто называет все разные группировки в Сирии террористическими. Но, насколько я понимаю, атаки сейчас происходят в юге и в севере. В юге они проводят, бомбардировщики работают по разными группировками, которые в основном поддерживают, если, скажем, не Соединенные Штаты, такие тогда другие члены коалиции, как Саудовская Аравия. То есть это враги Асада, реальности, но, конечно, это не ИГИЛ. А в севере главная проблема для Асада никогда не была ИГИЛ, это была коалиция таких группировок под Аль-Нусра фронт, которые чуть более предпочитают Аль-Каиду. И Россия так же само проводит боевые действия против них. И я думаю, главный расход в том, что Пентагон все правильно оценивает, что, может быть, Россия обещала, что будет проводить вот эти действия против ИГИЛа, но так как ИГИЛ сам собой не представляет главную угрозу нынешнюю для Асада, они их проводят против Аль-Нусра фронт и против разных групп, которые, скажем, члены коалиции считают союзниками. Ну, если говорить о большой картине вещей, Майкл, какие цели преследует российская кампания в Сирии? Вот она сейчас началась. По разным оценкам сейчас в России говорят, что она может продлиться от 3 до 4 месяцев. А какие цели и какие последствия? Да, но я думаю, конечно, самая главная, первая военная цель – это спасти Асада. Он уже больше года теряет территорию. В основном не ИГИЛу, как я говорил, смесь группировок. С севера Аль-Нусра, на юге разным группам, которые поддерживают члены коалиции с Соединенными Штатами. Первая, конечно, задача – это его спасти. Это, остановить его потери территориально. Второе – это помочь с ней. Конечно, там есть какой-то план у Сирии и Ирана, то есть обновить боевые действия и опять захватить хоть некоторые куски территорий.
А более, конечно, главная игра, это, во-первых, ясно, что, смотрите, вот Россия опять заставила Соединенные Штаты иметь с собой дело как просто равной игрок в Сирии. Она показывает, что несмотря на что будет с Асадом, все равно придется решать вопрос о дальнем будущем Сирии с Россией, так как ее время там, она будет там, скажем, пока они говорят ограниченно на 3-4 месяца, но это может остаться надолго. Как сказать, ваш другой гость раньше объяснял, что, как вы видите, за последние несколько недель Россия просто силой этой интервенции себя вытащила с западной изоляции. Заставила Соединенные Штаты иметь, как сказать, обновить контакты военные напрямую с ней, иметь президентскую встречу и так далее, и так далее. То есть, конечно, уже видно, что есть большой политический выигрыш, несмотря как сами боевые действия пройдут. Спасибо большое, Майкл. Майкл Кофман, военный эксперт, был у нас в программе «Настоящее время. Итоги». Продолжаем тему. После ударов, нанесенных Россией в Сирии, республиканские политики в Вашингтоне выступили с резкими высказываниями и призывами жестко отреагировать на происходящее. Были, однако, и те, кто под призывами дать резкий ответ на действия России подписаться не захотели. Политик, губернатор штата Род-Айленд с 2011 по 2015 год Линкольн Чаффи, бывший республиканец, ставший демократом и заявивший о своем желании побороться за президентское кресло на выборах 2016 года в США, в эксклюзивном интервью нашей программе рассказал о своем видении того, как нужно подойти к решению ближневосточного кризиса. Сейчас мы наблюдаем за тем, как Россия перехватывает инициативу и начинает играть сольную партию, не проводя никаких особых консультаций с США. Ирак и Иран присоединяются к этим усилиям. Это сегодняшняя реальность. Мы должны понимать, что ситуация такая, какая она есть. Сейчас мы ведем переговоры по иранской ядерной программе, и у нас есть возможность найти с ними общий язык и по этому вопросу. Если это означает, что Асад должен остаться, я бы рассмотрел этот вариант и изменил политику, продекларированную на этот счет президентом США. Это поможет остановить поток беженцев, начать обсуждать мирное решение и разрядить напряженность. Линкольн Чаффи в нашем эфире. Мы переходим к беседе. Дональд, мы действительно сейчас наблюдаем зарождение коалиции такой определенной. Россия, Сирия, Иран. Вот было объявлено о том, что Иран и Хизбалла начали сухопутную операцию совместно с армией Асада. И фактически открылся второй фронт. Могут ли США сейчас игнорировать этот факт? Хорошо, я согласен, что это второй фронт. Но эффективный фронт я не знаю, потому что цели этих разных стран разные. На коротком времени, может быть, эффективно работать вместе. Это первое. Второе, что есть другой фронт, это Саудовская Аравия, и я не сильно против этого фронта, против Ирана. И уже саудиты обещали усиливать военную помощь сирийской оппозиции. Но вот на ваш взгляд... Америка игнорирует? Нет. Но, по-моему, это был сюрприз. Это был сюрприз открытия формирования этой коалиции? Да, я допускаю, что это был сюрприз. Есть сведения, иранские лидеры встретились с Путиным в Москве. Может, это показатель, что этот второй фронт создается. Но это мое впечатление просто, что это сюрприз, и нельзя игнорировать этот фронт. Несмотря на будет на данном времени эффективно. Ну вот мы говорили ранее о том, что республиканские политики призвали вступление России как-то очень жестко так отреагировать на вступление России в эту кампанию. Но на ваш взгляд, сейчас Соединенные Штаты могут себе позволить жесткую реакцию, и что может быть ответственной, что можно характеризовать как ответственную политику в регионе? Это мое впечатление, как в Украине, что реакция Америки будет долго. Это развал подхода Обамы, администрации к Сирии, по-моему, требует разные месяцы пересоздать новый подход. И, по-моему, поэтому разногласия. И здесь, в Вашингтоне, мы, республиканцы, например, критикуют Обама, но не предположили другой вариант, другой подход. Просто Обама сладкий.
слабый, и это не хватает. То есть альтернативы нет, просто Нет, есть сейчас какая-то альтернативы нет. кризис. Будет, но сейчас нет. Спасибо большое, Дональд. И в Европе тем временем тоже по-разному реагируют на своеобразное открытие второго фронта в Сирии. В конце недели президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес, выступая в Вашингтоне, провел параллели между сирийской и крымской кампаниями. У меня возникает ощущение, что это можно сравнить с тем, когда прошло 3 дня с момента аннексии Крыма. Никто тогда не знал, что происходит. Все ведь произошло очень быстро. Сейчас прошло 3 дня с момента произнесения Путиным речи в ООН. Мы знаем, что были бомбардировки. Мы знаем, что они бомбят не тех, кого мы думали, они будут бомбить. И я думаю, что вопрос Асада по-прежнему остается нерешенным. Он задекларированный союзник России, а мы, все остальные, не хотим, чтобы он оставался у власти. Было бы странно, если бы мы поддерживали человека, который использует бочковые бомбы против собственного населения. Прийти к общему знаменателю по этому вопросу будет очень сложно. Это был президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес. И интересно, что ранее делались прогнозы о том, что Сирию российское руководство будет использовать как возможность переключить внимание с Украины. На фоне всех громких событий недели как-то негромко прозвучало еще одно важное сообщение. Контактной группой по урегулированию украинского конфликта была достигнута договоренность об отводе легких вооружений с линии разграничения в зоне боевых действий. А в конце недели в Париже прошли переговоры представителей нормандской четверки в составе глав Германии, России, Украины и Франции. Дональд, то, что мы сейчас наблюдаем, означает ли все происходящее, что Россия действительно переключает внимание с Украины на Ближний Восток? И может ли это означать приближение, как говорят, начала конца украинского конфликта? Я абсолютно согласен с президентом Ильвесом, что Россия хочет переключить с Украины на Сирию. Это первое. Но, по-моему, нельзя концентрировать внимание на просто процесс Минска. Россия, Кремль хочет душить Украину. Не будет в НАТО, не будет ЕУ. И есть разные методы достигнуть этой цели. Не просто военная, но тоже экономическая и дипломатическая. И если есть прогресс на Минск, я рад было бы, будет, если это произошло. Это не значит, что цели России изменились. И цель то же самое, всегда. Мы не хотим на того, чтобы Украина будет в Западе. И есть разные методы достигнуть этого цели. Да, может быть, будет снижение борьбы в Украине, но это не значит, что кризис закончен. Это не закончится, это продолжается долго. То есть это может быть началом решения, но может не быть, решением. начало будет, да. Сокращение борьбы сейчас может быть. Много россиян погибли в Украине, стоимость реконструировать ремонт в Восточной Украине высокая. Путин не хочет заплатить. Это за Порошенко. Посмотрим. Спасибо большое, Дональд. На этом наш эфир подходит к концу. Мы подводили итоги последней недели сентября. 70 лет Генеральной Ассамблеи ООН, начало российской ближневосточной операции и встреча нормандской четверки в Париже. Дальше больше. Смотрите нас в эфирах ваших национальных телеканалов и в интернете на Current Time TV. Я, Юлия Савченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго.